9-ю партию гуманитарной помощи отправили из Коми в Донбасс. И уже в 4-й раз непосредственно в подшефные ровеньки Луганской Народной Республики. Сегодня утром 20-тонный тяжеловоз, наполненный товарами первой необходимости, медикаментами, письмами солдатам и новогодними подарками, выехал из столицы Коми. Подробнее Дарья Вологжанина. 20-тонный грузовик с надписью «Жителям Донбасса от жителей Коми» должен преодолеть более 2000 километров за 3 дня. К концу недели такой важный и нужный жителям ровеньков и тем, кто сейчас на передовой груз, должен прибыть на место. Среди продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов есть и коробки с детскими письмами для тех, кто стоит на защите Родины. На самом деле, я когда общался с ребятами нашими в зоне СВО, они всегда спрашивают, когда передаешь им груз очередной, они говорят: а письма ребят нам написали. То есть на самом деле это очень важно, когда пишут письма, когда дети совершенно незнакомые, незнакомым бойцам, но пишут добрые детские пожелания быть здоровыми, прийти домой живыми. И это всегда очень трогательно. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе вот этого гуманитарного груза. В офис Общероссийского народного фронта неравнодушные жители и предприятия ежедневно приносят гуманитарку. Большое внимание тем, кто сейчас в зоне специальной военной операции. Теплые вещи, обувь и техника – все это в составе новой партии помощи. Технику, бензопилу парни попросили, печку-буржуйку, все это везем. И буквально на этой неделе будем уже передавать весь собранный груз парням. Соответственно, едет около 21 тонны. Все, что собрали, к сожалению, не влезло. Но поэтому мы ищем еще альтернативные варианты и отправляем со всеми, кто направляется сейчас к парням в зоне СВО. Этот Новый год мы впервые будем встречать вместе с новыми территориями ЛНР и ДНР. Поэтому из Коми для маленьких жителей Донбасса и солдат из республики едут и сладкие новогодние подарки. Для подшефного города это уже 4-я партия помощи. Начали мы эту работу с февраля месяца. В общей сложности вместе с этой машиной будет отправлено силами Общероссийского народного фронта, силами Единой России, жителей Республики Коми более 175 тонн гуманитарного груза. Гуманитарный груз, который мы направляли, это и лесопиломатериалы, это и бытовая техника, это и продукты питания. Сбор гуманитарной помощи в республике продолжается. Оказать ее можно и финансово. Есть QR-код, с помощью которого можно перечислить денежные средства для мобилизованных из республики Коми в рамках акции «Все для победы». Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.